Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Якутский боксер выйдет на ринг в олимпийской весовой категории до 52 килограмм. Василий Егоров включен в состав сборной России на чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге. Стоит напомнить, что старт для спортсмена станет серьезным испытанием в новой для него весовой категории. Все высшие титулы Василий завоевывал в первом наилегчайшем весе до 49 килограмм, в том числе звание четырехкратного чемпиона России. Однако на Олимпийских играх в Токио этой весовой категории не будет. Так что, несмотря на то, что чемпионат мира в Екатеринбурге не будет квалификационным на Олимпиаду, для Василия Егорова это будет отличный шанс зарекомендовать себя в качестве главного претендента на поездку в Токио. Мировое первенство пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге. Футболисты московского «Локомотива» обыграли столичное «Динамо» со счетом 2-1 в гостевом матче шестого тура российской премьер-лиги. На встрече присутствовало 18 тысяч зрителей. В составе «Локомотива» голы забили братья Алексей и Антон Миранчук. У «Динамо» отличился Максимилиан Филипп. В матче из-за травмы не смог принять участие голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин. Вместо него в стартовом составе вышел воспитанник клуба Игорь Лещук. Также матч пропускал полузащитник хозяев Артур Юсупов, получивший красную карточку в матче прошлого тура с петербургским «Зенитом». Лучшим игроком по итогам встречи был признан польский полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховек. «Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 6 матчей. «Динамо» идет 13-м, имея в активе 5 очков. Спортсмены из Латвии Янис Мединс и Александр Самойлов одержали победу в финальном матче на этапе мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходили на фестивальной площади в Лужниках. В финале латвийцы оказались сильнее бразильцев. Бронзовые награды турнира завоевали спортсмены из Германии. Действующие чемпионы мира россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завершили борьбу на стадии 1/8 финала. Сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии со счетом 81-67 во втором матче товарищеского турнира в Финляндии. В первом матче, который прошел в субботу, россияне уступили команде Литвы. Сборная России заняла второе место в турнирной таблице по итогам однокругового турнира. Победила команда Литвы, одержавшая победу в 2 матчах. Последнее третье место заняли финны, проигравшие обе встречи. Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся с сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». В финале турнира в Цинциннати россиянин в 2 сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена. Спортсмены в 3-й раз встречались между собой. Россиянин одержал 2-ю победу. Медведев одержал 44-ю победу в матчах в 2019 году, что является лучшим результатом среди всех теннисистов. Его личный рекорд по этому показателю составляет 48 побед, которые россиянин одержал в прошлом году. В обновленном мировом рейтинге Медведев впервые в карьере занимает 5-е место. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.